С 2021 года в республике начнется реализация нового направления в сфере культуры – капитальный ремонт и реконструкция детских школ искусств. На эти цели на 3 года выделено 155 миллионов рублей. Об этом заявил глава региона Владимир Уйба. При этом губернатор напомнил о достижениях 2020-го. Например, перед праздниками в нескольких муниципалитетах открылись модельные библиотеки, современный кинозал, социокультурный центр и некоторые другие учреждения. Елена Кононова продолжит. Первые зрители спешат на премьерный показ кинозала Троицко-Печорска. Его обустроили в местном доме культуры. На большом экране отечественная киноновинка – фильм «Серебряные коньки». В кассу выстраивается очередь. А на сегодня на 4 часа нету сеансов, билетиков нету. Сам зал на 40 мест, и он ничем не отличается от столичных кинотеатров. Большой экран, кинопроекционное и звуковое оборудование, устройство для показа фильмов в формате 3D. Цена проекта – 5 миллионов рублей. Все это стало возможным благодаря программе Фонда кино. Таких кинотеатров в Коми за последние 2 года открыли уже 12. Обновленный интерьер, и новые яркие книги, и новая техника, интересная мебель. А это обновленная библиотека в поселке Почь. Она первая в Кайгородском районе получила статус модельная. Теперь это современное многофункциональное пространство с тематическими зонами. В деловой читатели могут развивать свои творческие способности и встречаться с единомышленниками. А в игровой все рассчитано на семьи с детьми. Здесь ребята могут почитать в спокойной обстановке, поиграть в интерактивные и настольные игры, собрать модели из конструкторов. Здесь у нас вот имеется песочница для деток, вот рисовательная, развивает мелкую моторику. Она у нас может вот менять всякие разные цвета, вот какие вот захотят, да, вот детки. Дальше вот у нас имеется подиум, чтобы у нас вот ребятки расслаблялись, отдыхали, играли. Ранее библиотека успешно прошла конкурсный отбор и получила средства от регионального профильного ведомства и местной администрации. Общая сумма более 4 миллионов рублей. Центр не только обновился внешне, но и пополнил книжный фонд. Теперь здесь изданий на 1000 больше. Надо сказать, что это модельное учреждение 12-е в республике, которое открыли в 2020 году. Прозвучали очень важные слова, что сегодня модернизация библиотек – это не просто стены покрасить и мебель купить с техникой, это еще и правильный новый подход на самом деле ко всей работе в библиотечных учреждениях, что тоже заложено модельным стандартом. Это иное абсолютно восприятие посетителя. А это деревня Горьковская. Долгое время местный дом культуры размещался в ветхом здании. Теперь все праздники проходят в современном социокультурном центре «Радлон». Внутри оборудован концертный зал на 49 мест. Есть помещения для кружков, репетиций творческих коллективов, неформального общения и встреч. Кабинет для занятий творческих коллективов, репетиционный зал. Проходите. Вот здесь будет встречаться также совет ветеранов. У нас они уже попросились. Гордость центра – модельная библиотека, яркая и красочная. Она создана с полным соблюдением всех дизайн-кодов и брендбука. Можно сказать, мир фантастики. В IT-зоне – места для занятий на компьютере с выходом в интернет и пространство для интеллектуального творчества. Стол-трансформер, интерактивная доска, ноутбук. Можно легко создавать 3D-модели, играть в различные развивающие и интеллектуальные настольные игры или заниматься при помощи такой говорящей ручки. Сначала нажимаете на значок. На этот? Да, ручку Познакомил ручку с книжкой. Все, а теперь можете читать. А теперь что? Теперь нажимаете. Теперь читай. Нажимаете на книжку, она будет... На страницу? Да. Трон царевны непростой, нитью вышит золотой. Господи, аж страшно. Строительство еще одного объекта на стадии завершения в деревне Карпушевка Усть-Цилимского района. Социокультурный центр здесь планируют открыть в январе. Помимо строительства новых учреждений, масштабные ремонты идут и в существующих. Отремонтировали дома культуры в поселке Жешарт Усть-Цилимского района. Начали ремонт здания Дома культуры в селе Обьячево Прилузского района.
Завершаются работы по сохранению объекта культурного наследия. Это Музей истории и культуры имени Эмилии Алексеевны Налимовой в селе Выльгард. В наступившем году обновления ждут детские школы искусств. На эти цели на 3 года направлены значительные средства – 155 миллионов рублей. Первый ремонт начнется в Уктыльской художественной школе и детской музыкальной школе имени Семена Налимова в селе Выльгард Сыктывдинского района. Елена Кононова, телеканал Юрган.